Мой красотуля. Крепкие мужские рукопожатия, теплые эмоции – такие они редкие встречи людей, прошедших огненные дороги войн. В очередную годовщину вывода советских войск из Афганистана ветераны-афганцы почтили память друзей, возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии и памятнику неизвестному солдату. Первое боевое крещение под Кабулом получили генералы Мираб Кишмария и Владимир Аршба, а в спецоперации под кодовым названием «Шторм-333» в Аминовском дворце участвовал герой Абхазии подполковник Отар Палаванзе. Эта операция по освобождению заложников стала предшествующей вводу войск и началу афганской войны. Мы брали Бамьян, Бамбрак, Кармаль, мы брали. Что смогли, то мы работали. Со мной вот с Абхазии были 18 человек. Все живые вернулись, нас ранили двое, Мурман Габа и меня. К началу войны в Афганистане солдаты-срочники из Абхазии уже проходили службу в рядах советской армии. Большинство из них только призвались, и им было всего по 18 лет. На плечи юных защитников Родины легли сложные боевые задачи. Карантин в Армению прошли и сразу в Афган. Потеряли и друзей, и братьев. Потом наша война. И опять у нас свои организации, свои группы. Я был командиром мартовской штурмовой роты 16 марта. 57 человек у меня была своя команда. И тут я потерял очень многих моих близких друзей. Попал во Вьетнам на базу Камрань. Спецназ морской пехоты. Потом Афганистан. Месяц, будем говорить, в Афганистане. Затем тяжелое ранение, потом Ангола, потом Куба. Сергей Ваньков родом из Адлера. В Афганистан попал по стечению обстоятельств, а на войну за свободу Абхазии плечом к плечу с друзьями, ставшими братьями по зову сердца. Вот война началась здесь, отечественного народа Абхазии. Собрал группу казаков и приехал помочь. Помог. 12 погибло, здесь лежат. Война учит, прежде всего, мужеству. Быть настоящим мужчиной, настоящим защитником. Это, я считаю, прежде всего. Но она еще учит к дурному примеру. Афганцы не любят говорить о войне, о пройденном пути, когда юных воинов говорят награды, что друг за другом расположились на мундире. У меня здесь их много. Есть вот российский орден во славу Отечества. Есть афганские за боевые заслуги. Есть абхазские, вот они 4 все висят. Самое главное, честно говоря, для меня наши афганские и плюс наши абхазские, то, что мы здесь делали. То есть и там война, и здесь война, и как бы она везде одинаковая. Просто на родине она больнее. Через 3 года после вывода войск из Афганистана в Абхазии началась война с Грузией. Роль ветеранов-афганцев в этой войне, несомненно, велика. Они делились своим боевым опытом, практическими навыками и знаниями, принимали участие в спецоперациях. В афганской войне 1979-89 годов участвовали 136 человек из Абхазии, молодых людей, практически всех национальностей. Большинство – призывники из Гудаутского района. 15 человек погибли, 13 из них посмертно были награждены орденом Красной Звезды. Асида Малия, Георгий Кутарба, Абхазское телевидение.